Сделать Ингушетию одним из самых прорывных регионов, создать здесь все условия для того, чтобы каждый житель республики смог найти себя в разных сферах. Вот цель проектов, которые в республике реализует фонд «Сафмар». Масштабные идеи воплощаются в жизнь прямо здесь и сейчас. И все благодаря договоренности Махмуда Али Калиматова с благотворительным фондом «Сафмар» Микаила Гуцариева. Уникальным проектом станет и будущая IT-академия. Все предусмотрено здесь. И, понимаете, которые смогут работать у себя дома или каком-то... Если не было поддержки, ничего. Спасибо, что вы поверили, что вы верите в нас. Мы, конечно, все это сделаем, даже не сомневайтесь. В течение 5 лет это будет новая технологическая республика. Совершенно по-другому мыслящие люди. Вы это увидите. И это никакое не чудо. Это делают во всех местах. Это сделано в Америке, это есть в Москве. Сейчас делают в Казани. Мы пятая территория страны, в пятерке мы. В России пятая. В России пятая мы, да. Москва, Новосибирск, Казань. Кто еще? Четвертый. Пермь или кто? Сургут. Сургут и мы пятый. Но это богатые регионы. Сургут – это нефтяная. Но мы тоже богатые. Но мы сейчас тоже богатые жители. Проект станет одним из самых востребованных среди молодежи. Здесь будут растить настоящих IT-профессионалов. Более 10 направлений, среди которых программирование, графика, кибербезопасность, сетевые технологии, искусственный интеллект и не только. Махмуду Али Калиматову и Микаилу Гуцариеву рассказывают о возможностях академии. Полностью некоммерческий благотворительный проект, в котором обучение будет полностью бесплатно. Все 10 лет бесплатно. Все 10 лет бесплатно. Да, будет специальный бюджет, датирование. Есть компании московские, которые выступают акционерами. Это строительные большие компании, которые строят города целые. Они выступят акционерами. Ежегодно будет датироваться миллионы долларов. Сейчас сумма на рублях это где-то 200 миллионов на содержание, на оплату электроэнергии, свет, учителей, все это. И проживание иногородних. В настоящее время в кампусе академии идут строительные работы. Объект планируют сдать весной 2024 года. Данное здание 10 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день мы демонтировали стяжку, полы имеется в виду. Сейчас строятся перегородки, то есть разбивка кабинетов будет. Сделали новые проемы в лифтовых шахтах. Также делают временные коммуникации, пока будут строительные работы идти, инженерные коммуникации, электрика имеется в виду, отопление. То есть провели демонтаж ненужного оборудования, которое нам в дальнейшем не понадобится. И сейчас идут подготовительные и строительные работы к новому оборудованию. Подобные академии уже функционируют в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. Ингушетия станет 5-м регионом. Важным дополнением в работе академии станет IT-акселератор. Это учреждение, создающее условия для развития технологических компаний, продуктов и услуг через наставничество, обучение и финансовую и экспертную поддержку. Прием заявок для учащихся уже стартовал. На объекте размещен QR-код. За год люди дойдут до оплачиваемой стажировки. Надо понимать, что это образование, рассчитанное на людей, уже получивших среднее образование, да, то есть это 18 плюс лет. Человек за год, если он усердно учится, попадает на оплачиваемую, это важно, стажировку. То есть мы даем бесплатное образование, которое через год уже позволяет человеку начать зарабатывать деньги. В целом учиться придется от 2-2,5 до 3-3,5 лет, в зависимости от выбранной специальности, того, как человек будет усваивать материал, насколько у него есть время, потому что обучение асинхронное. Уникальность этой программы заключается в том, что она самообучаемая. То есть, как таковых преподавателей здесь нет. Это сообщество айтишников, которые, в принципе, сами будут друг друга подтягивать. Безусловно, мы с учетом специфики региона учтем необходимость привлечения каких-то менторов, каких-то спикеров, мы будем их привозить из других регионов. Но сама программа, она подразумевает социум айтишников, которые будут друг друга дополнять, обучать, как-то продвигать и помогать друг другу. Это очень важно. Следующий важный объект, который в Ингушетии строит «Сафмар», 5-этажный 3-звездочный IT-отель. Один из объектов IT-академии. Он будет работать и как обычный отель, но его основное предназначение – проживание преподавателей и иногородних студентов IT-академии. Сейчас идет реконструкция, запускается реконструкция и достраивание еще одного этажа. По срокам как это? По срокам это 2-й квартал следующего года.
второй квартал понял. Ну, как раз столетие образования нашей государства. 42 номер. В настоящее время в отеле ведутся строительные и ремонтные работы. Его планируют открыть примерно в те же сроки, что и Академию во втором квартале 2024 года. IT-отель выполнен по международным стандартам. В проектировании участвовала группа «Софмар», управляющая компания «Софмар Плаза», которая управляет около 10 международных отелей только в Москве. Есть ряд других проектов успешных. Данный отель он будет выполнен в лучшем виде по всем стандартам качества. Особую роль и особое внимание уделяется пожарной безопасности, система СКУД, пропускной и всему остальному. Махмуд Али Калиматов и Микаил Гуцериев побывали и на месте будущего торгово-развлекательного центра на площади Алания перед башней Согласия. Группа «Софмар» уже приступила к строительству объекта общей площадью 8 тысяч квадратных метров под землей и 2000 квадратных метров надземных помещений. Строительство планируют завершить во втором полугодии 2024 года. Они уже дали добро сюда высадить. Зайдут. Да. Так. Это вход, соответственно, парк Плаза, вход в ресторан и нижний торгово-развлекательный центр. Группа «Софмар» планирует в Ингушетии построить десятки передовых объектов, качественная инфраструктура, торгово-развлекательные центры, места отдыха и новые рабочие места. Возможностей развиваться и зарабатывать в регионе будет много. Сегодня, вы знаете, начали там с башен, потом выделил 400 миллионов на РЗ, потом мы, значит, трансформаторы, тут не перечислишь уже не перечислишь. Но потом, когда предложение было по этому, что мы сегодня видели, я вам честно скажу, никак не знаю, как у вас, у меня дух захватило. У нас столько молодежи, у нас более 36% от населения, Михаил Сергеевич, молодежи до 30 лет. Более 36%. Это понимаете, о чем я? Очень важно. И куда им идти? Никуда. Понимаете? Куда им идти? Вот, юристы, экономисты, а сейчас надо зарабатывать. Человек должен себя обеспечить, свою маму, отца, детей. Спасибо, Махмуд Али пригласил нас. Мы опять здесь пришли, и мы предлагаем различные проекты. И я уверен, что они сработают, которые сегодня кажутся фантастическими вам, но это не так. Это не фантастика, это делают люди. И мы это сделаем. И вы это увидите. Вместе это сделаем. Мы создадим большую IT-республику, технологическую республику, не похожую на всех. Михаил Сафарбекович, вы очень много делаете и в планах еще больше. Вот какой вы видите Ингушетию через 5-10 лет? Какая она будет? Технологической республикой, научной республикой, совершенно с перевернутым мышлением. У нас нет, я еще раз говорил, и Махмуд Али мне это говорил, земли у нас нет. Промышленность у нас зачатки были, ее нет, уничтожена. Сельское хозяйство, слава богу, развивается. Истоки, нам нужен новый вектор, нам нужно новое направление. Нам нужно перестать просить деньги. Надо сделать так, что у нас просили деньги. Это надо изменить мышление. И мы это должны сделать. Если мы это не сделаем, это будут вечные дотации бюджета, вечно протянутая рука. Кто-то погладит, кто-то по руке ударит, кто-то даст, кто не даст. Это будет всегда одна и та же история, которую мы уже наблюдаем долгие годы. Дают деньги, и это. Деньги – это хорошо, но надо зарабатывать, научиться самим. Вот наша задача. Ингушетия, благодаря договоренности Калиматова с благотворительным фондом «Софмар», станет одним из самых развитых регионов в социально-экономическом плане. Рина Сычоева, Новости 24.